Пришел я к этому, наверное, потому что сам в себе, во-первых, хотел разобраться. Для любого мужика тяжело раскрыться. Если тебе это приносит удовольствие, почему это плохо? Общество нас же учит быть сильными. Ни панциря нету, ни шипов нету, мы вообще очень слабые. И я такой, вау, простите себя. Он, скорее всего, женится или на африканке, или на арабке, или на азиатке. Есть очень много людей, которые легко зарабатывают деньги. Бытовой по ножовщине папу убили. Всем привет, ребята, это Мурас подкаст. У меня сегодня в гостях психолог, предприниматель Руслан Керимкулов. Руслан долгое время занимался стройкой, у него был ломбард и каким-то невообразимым образом попал в психологию. Насколько я понимаю, где-то года 3 назад, да? Или больше? 4 года, 3-4 Но ты уже дипломированный психолог, да? Заканчиваем магистратуру. Какая у тебя была сложность, что ты взял и ушел в психологию? Психологию я явно пошел, потому что, наверное, каждый, как говорится, вообще психологией занимаются люди, которые уже имеют какую-то базу для снабжения основных своих потребностей, то есть безопасность, семью обеспечить, бизнес поставить какой-то. Только после этого, скорее всего, люди все-таки могут заниматься психологией, ходить к психологу. Это вообще удел не дешевый, а этим заниматься постоянно нужно обновлять знания. Пришел я к этому, наверное, потому что сам в себе, во-первых, хотел разобраться. Подожди, а ты сам к психологу ходил до этого? Да, до этого ходил. Долго ходил? Нет, где-то полгода ходил к психологу. А ты нашел, да, какое-то решение своих проблем, которое тебя сильно отпустило или там? Да, я нашел решение проблем, в направлении нашел, в каком действовать. И в этом направлении потом стал изучать сам дальше психологию. И параллельно ходить иногда к психологу. Вот сейчас не хожу к психологу, потому что сам являюсь уже тоже психологом, но если по нужде нужно будет, то обязательно думаю, что это надо ходить. Вообще надо всем рассказать, что к психологам ходят люди с здоровой психикой. Это такое, то у нас много где говорят о том, что психологу, раз что я пойду, я больной, что ли, тебе? Воркчамом будет, у нас говорят. К психологу ходят только здоровые люди с какими-то непонятными вопросами, с трудными ситуациями, с нерешенными какими-то травмами. Но это здоровые люди, это допограничные, то есть люди. Если они психически нездоровы, они уже обращаются к психиатрам. А ты с какой травмой пошел? Первый твой запрос какой был? С травмой? Наверное, не было с травмой, просто как у нас модно говорить, поиск себя сначала был, что с таким простым запросом идешь, поиск себя. Выходишь все равно на то, что надо разобраться там где-то в детстве. Детство у нас там большое, если надо говорить, то коротко могу сказать, там тоже есть травмы, я сирота сам. У тебя во сколько лет родители погибли? В 4 и в 6 классе. Сначала папа, потом мама погибла. В 4 и 6 классе, да? Да, то есть травма в любом случае есть. Потеря любого из взрослых – это есть травма родителей. Вот, по-любому ты проработал это? К этому пришли, там такой метод больше всего мне помог, это когда в гештальте садят напротив тебя взрослого и тебя маленького, делят. Пустой стул называется, такая популярная техника. Там садят меня того ребенка, который был брошен, то есть как брошен, оставлен родителями. И тебя садят взрослого, и ты разговариваешь с ним, да, и говоришь: посмотри, я уже большой мужчина, я могу тебя защитить, ты не один. И таким образом ты этого мальчика поддерживаешь, подкрепляешь. Он не остался там где-то в памяти в закрытой комнате твоего возраста 13 лет или 12 лет, а один в таком же состоянии, как был. А он теперь имеет поддержку, он имеет теперь взрослого опытного человека, который его не бросит, и он с ним всегда. Как говорят же, ребенок в каждом из нас до сих пор есть. Так и есть. Тебе легче стало после этого? Да, мне гораздо стало легче. А до этого какие у тебя проблемы были? Это если очень коротко я сказал, а так это, конечно, долгий процесс к этому подходить. Да? Я считаю, что посещение психолога – это очень смелый поступок, да, и в особенности для мужчины, потому что ты же должен признать, что у тебя есть проблема, и решиться позвать какого-то другого левого человека эту проблему решать. Тем более раскрыться, я не знаю. В любом случае, наверное, для любого мужика тяжело раскрыться, потому что нам всегда надо быть под броней. Да, всегда надо... Это тоже такое-то.
под сомнением вопрос, почему мы должны быть такими или такими. Ну, это же стереотипы, то есть Да, это вот стереотипы. нас... Я, например, в детстве играл в Барби всегда с девчонками, и я никогда не Геном играл, а почему-то Барби тоже играл. Ну, не знаю, может, я близок к ним, что ли, больше. Поэтому для меня сложности никакой не было. Единственное, у меня было вот... А как ты это понял? То есть это же какое-то событие было, после Да, которого... я читал книги по психологии, много читал книг обычных, ну, таких ознакомительных, поверхностных, где по чуть-чуть всего. И вот понял, что где-то там мне было бы легче, если бы я разобрался со старыми какими-то историями своим детства. Также нашел опору и смыслы какие-то в жизни на сегодня, потому что это... Ну, и от звуком давало то, что я стал предпринимателем, бизнесменом, никогда не видел там, ну, не буду говорить больших денег, ну, каких-то денег нормально. И потом у меня что-то в этом получилось, делаю деньги. И я тоже не умел ими управлять, то есть тоже там, вау, там, как в кино, там, побежал радоваться, там, тусить, что-то гулять, там, машину покупать большую, хотя у меня дом меньше, чем эта машина там. Ну, вот. И вот какой-то бардак, да, был. И понимал, что бардак массажем не уходит, имеется в виду, ну, надо как-то... Или алкоголем не запивается. Запивали алкоголем, запивал. Ну, все это было там. Называется это замена там в психологии. То есть кто-то алкоголем, кто-то сексом извращенским, кто-то там спортом сильно. Трудоголики есть такие, до ночи сидят, работают, трудом тоже закрывают. Мне надо закончить. На самом деле там ему никто не платит после 8, он там сидит с охранниками. У нас есть общество, и друг такой тоже банкир, до 12 раньше всегда ходил работать. Я говорю, зачем ты это работаешь? У тебя какой-то план, что ли? Да вот надо. И вот человек бывает так закрывается, бывает спортом закрывает. Ну, спорт один из, наоборот, таких проще всего и лучше всего закрывается. Кто-то закрывается там старыми воспоминаниями. Такие же есть вот люди, как вот в армии было, вот в Советском Союзе у нас было. Да, там, вот, или у него самый хороший момент в жизни был там в армии, например, да, вот он там был командиром отряда, там, и все, он уже там 50-летний мужик, он вот сидит после работы, только об этом и говорит, да, или при каждом празднике. Это тоже говорит о том, что что-то закрывает, да, что-то перекрывает. У меня вот это, как ты говоришь, это в алкоголе было, да, я тоже тяжело это признать, но было такое. Вот, наверное, совмещенно все эти какие-то кусочки сказали о том, что надо сходить и поговорить с какими-то более понимающими в этом. Я как попробовать пошел, конечно, сначала как попробовать пошел. Мне повезло, что первый же мой психолог, как-то раз я попал туда, куда надо. А ты кому попал? Не знаю, корректно, ну, девушка была, женщина. И мне как-то было корректно и классно получилось там все. В этом смысле. Что еще? Про то, что ходить к психологу плохо или нехорошо, ну не знаю. Если тебе это приносит удовольствие, почему это плохо? Нет, никто не говорит, что Нет, плохо, вообще, но это... Почему они так думают, люди, это же не могут понять. Смело. Потому что, я же говорю, это же нужно признать, что у тебя проблема есть. Нужно же понять, что ты слабый. Да. Ну, не всем это дано. Мы же вообще родились слабыми. У нас кожа, у нас ни панциря нету, ни шипов нету. Мы вообще очень слабое такое существо, не как животные у нас. Там. Не, ну, общество нас же учит быть сильными. Особенно вот. Мужчин, особенно старших, особенно... Вот и мы пришли к этой теме, да, тогда? Если про общество, которое говорит, что мужчины должны быть сильными, туда-сюда, не плакать, это детские... Такие запоминания имеются, да, в детстве говорят, не плачь, или там молчи, когда взрослые говорят. И это там, ну, это долгая история будет там. У некоторых это зафиксируется, и остается, что мой голос не важен, или там я должна молчать, там, когда мужчины говорят, или там, ну, такие много всяких проблем бывает. В этом смысле у нас общество для мужчин почему-то, вот я сейчас тоже по радио слушал мнение одного, не знаю, какой-то русский тоже ученый книгу написал, кажется. Вот он говорит, нас женщины рожают, до 3 лет женщина смотрит за нами. Ну, то есть они нам что-то, да, показывают. То есть мама потом, ты в садик родился, в садик тебя сдали, да еще одной женщине. Женщина опять тебя смотрит в школу, еще раз женщине сдала. И ты там уже до взрослого, подросткового уже сформировавшийся человек, тебе женщины учат, женщины говорят. И они всегда тебе говорят, девочку не бей, девочку нельзя трогать. Если она даже не права, она ему по волосам дала, он в ответ тоже ей дал. А ругают все равно же мальчика. Она девочка, она слабая, туда-сюда. Вот почему, да? Как бы здесь, наверное, меня феминистки заубивают потом. Не, ну, я, например, поддерживаю. Если она не права девочка, если она тебя ударила или подошла, что-то там, иголку тебе подсунула,
Ты ее подошел, там, толкнул, допустим, он, ребенок. Я смотрю, почему так получается? Потому что женщина – это мать. Ну, то есть она в любом случае потом будет как бы производить новых людей. Ну, и опять ему это будет рассказывать. Это функция, которая, по сути, обществом поддерживает. Ну, почему? Вот почему сложилось так, что за права женщин они говорят, права должны быть равны. Может, они не за права больше, а за удобство много говорят. Потому что, ну, какие права равные? Везде говорится в Конституции или везде говорится о том, что все, независимо от пола, расы, там, религиозной принадлежности, все права равны. Но при этом женщинам всегда везде там уступания. Женщинам там, на женщин выделяют на лечение там онкологических болезней, женщинам выделяют отдельно на предпринимательство женщин. Хотя по статистике мужчины быстрее умирают, у мужчин больше болезней, они меньше живут. То есть они больше двигаются. Нет, в любом случае, смотри, мы же... Ты про то, что говоришь, они вот нас научили быть сильными, там, надо не признать, там, это тяжело, ты мужчина, ты должен быть сильным. Вообще, ну это, наверное, уже такая объеденная тема, но все же знают, почему мы должны там быть сильными, почему мы должны, не понимают. Ну, потому что мы защитники. Ну, сейчас не то время, когда нам надо там защищать кого-то, прям опасаться. У нас, дай бог, такое общество, когда все спокойно, и мы все на равных. Просто мы... Смотри, вот точка зрения моя такая. Да, я просто мы же общество как целостная это структура. Только мнение. Да. У нас есть функция восполнять себя. Ну, то есть, это функция, которая без женщин мы никем не оплачивается, и поэтому мы морально поддерживаем женщин, что они рожают нам новых граждан. Не оплачивается? Не оплачивается. Ты не оплачиваешь семье, что она рожает там всю роды, юшню, одежду, юшню. Общество. Ну, общество тоже оплачивает. Мужчины же. Мы же говорим сейчас мужчин и женщин. Но мы же говорим еще и про большую семью как общество. То есть мы говорим, почему в обществе так сложилось, что для девочек больше привилегий, да, скажем. Потому что они вот привносят в общество большую функцию, такую, как рожать детей. Ну, они без мужчин же не могут рожать детей, пока месяц. Понятное дело. Пока месяц. Ну почему вот имеется в виду, там, мальчики не могут плакать, а девочки могут плакать? Почему? Это не знаю. Ну вот я про это. Почему они нас научили, что мы не можем плакать? Мы должны быть сильными, а они могут быть не сильными. Хотя мы один и тот же существо, мы тоже люди. И они, мы просто там в человеческих органах чуть-чуть разные люди, и все. На самом деле мы одни и те же. Почему их воспитывают нас так? В угол ставят мальчика, а девочки скажут, так больше не делай, в основном так делают. Там, если кто-то, и мальчик, и девочка там что-то нахулиганили, будут кого ругать? Мальчика будут ругать. Хотя они вместе хулиганили. И, возможно, скорее всего, она ему сказала, пойдем похулиганим. Ну, может быть. Это всего лишь мнение, каждый случай, конечно, отдельно. Но вот про то, что ты говоришь, слабыми быть, или, не знаю, мне это или из-за того, что вот я пропустил много воспитания, один в одно время рос. То есть у меня не было какого-то воспитания отчасти, да, чтобы мне говорили там быть сильным. И не было людей, кто мне этого говорил, в принципе, да. Такого конкретного человека, авторитета для меня, чтобы он мне говорил, вот так делать, вот надо быть сильным, и я бы там, вот это, может, во мне не закрепилось из-за этого. Не знаю, поэтому. И ты легко плакал? Я плакал, да. Я плакса был же. И ляг полчугун конкретно. И потом вот слезы пропали вообще. Для меня сейчас поплакать это прям проблема. Я прям завидую людям, кто плачет. Они все как заморозкой там заморозились, все. А раньше я прям воду включал, даже если жил там у тети, у дяди, воду включал и плакал. Вот я тебе про психологию говорю, про то, что вот люди боятся. Я сам никогда к психологу не ходил ни разу. Но если нет необходимости? Есть необходимость. То есть я ощущаю это каким образом? Для меня психология – это как инструмент вырасти. То есть я в последние годы, может быть, месяцы даже понял, что твоя внутренняя психология, она непосредственно и напрямую связана с тем количеством денег, которые ты зарабатываешь. Это очень сильно связано. То есть все твои проблемы там, в менеджменте, рост, в бизнесе и все что угодно, твой. На самом деле это вот твои внутренние проблемы, твои какие-то проработки или там проблемы с родителями. То есть я просто слушаю очень много разных там бизнес-коучей, да, типа. Они часто о психологии. И со всех сторон я понимаю, что твой стеклянный потолок роста это есть твои психологические проблемы, твои детские травмы,
те вещи, которые тебя сдерживают. Да. И каждый раз, когда ты туда углубляешься, что-то решаешь, что у тебя бизнес растет кратно, у тебя доходы растут, у тебя кто тебе ощущение... преграды, это только ты сам. Ну вот. Я поэтому воспринимаю это как инструмент роста, да. Я впервые столкнулся с этим, когда прочитал книгу Брайана Трейси «Достижение максимума». И там было несколько простых вещей, которые меня очень сильно удивили, да. Ну, например, там, вспомните, говорит, всех, кто вас обидел. Ну, на кого вы затаили обиду, говорит. Вы с собой таскаете эту боль, сами себе делаете больно, а этот человек не страдает. Да. То есть вы сами себя казните. Это стандартно, да, легко. Я не говорю, типа, ну, то есть он говорит, просто возьмите и простите их. Я такой, интересная вещь, да, короче. Потом второе, говорит, типа, простите, говорит, своих родителей. Ну, это данность, то есть это родители, да. Это данность, да, типа, то есть ты можешь только принять и простить, ты не можешь их изменить. Да, если даже их нету, например, бывает, когда же их нету, или ты не можешь их позвать куда-то в момент, или ты в другой стране, или они разведены, там давно нет. Простите, есть такой тоже метод. Садят тоже на эти стулья, как будто родители сидят. Просто поклоняешься им, говоришь, простите, спасибо вам за все. И вот я видел при мне просто такое дело. Третья простая вещь, которую он написал просто, дать в книге. Я такой, ну ладно, там, типа, я понял, почему нужно простить там, кто тебя обидел. Я понял, почему надо простить родителей, да, скажем. И вот следующий, это был этап, который, ну, я не был готов, да. Он пишет, простите себя. И я такой, вау, простите себя. Вау, это по сути же вот все твои вот, твое плохое настроение, там где-то депрессняк, это ты себя казнишь. Багаж таскаешь с собой, тяжелый ну, багаж. То есть именно ты себя гнобишь, ты себя, короче, где-то, не знаю, критикуешь, да, постоянно. Вот эти все твои сомнения, это вокруг твоего эго, вокруг твоей личности, да. И простить себя – это какой-то большой шаг, который, например, я до сих пор не смог это. Ну, это тяжело прям. Да, это очень тяжело. Встретиться с собой почти. Еще раз. Ну и я для себя принял решение, я просто еще не нашел, наверное, человека, к которому я пойду к психологу. Ну, наверное, не к тебе. Нет, нам нельзя, потому что мы друг друга знаем. Да, мы друг друга знаем. Вообще психолог, почему я говорю, что с деньгами люди должны, да, могут в основном обращаются к этому, потому что психолог – это тоже как найти себе вторую половинку. Очень тяжело найти психолога, который у вас коннект случится, прям, это прям вау, да. Это тебе надо попробовать пару человек. Это хорошо, если попадешь сразу, там, и у тебя коннект сработал. А так в основном много, куда по 10 психолог меняет. Ну, тоже это и уже смотря каждый раз. А ты сейчас практику ведешь? Да, практику веду. Ну, то есть ты принимаешь, да? Вот. А почему у тебя? 2000 самого. Это час или 2 часа? Или что? Это час. Час, да? Да. В основном идет сессия 50 минут, 10 минут на подготовку. Это следующему туда сюда. Нет, я, кстати, это какие-то базовые такие, видите, нас учили, что сессия столько идет, и так далее, и так далее. Но сейчас, наверное, я думаю, что этого абсолютно не хватает. Некоторые сейчас делают психологи, что 2 часа сразу, первую сессию 2 часа делают. А вообще, как некоторые есть психологи тоже, мои коллеги молодые, они говорят о том, что, ну, прям, мы же, типа, вот, когда мы еще учились, еще первый курс были, учились, они говорят, типа, мы же вот видим, что ему помочь, типа, почему сразу не ляпнуть? Тогда человек просто не примет, да? Я тоже думал, почему ему сразу не сказать, вот, типа, я тоже не сдержанный очень человек, часто бываю, поэтому думал, почему вот ему не сказать, очнись-то, ты что, вот же, вот заноза, ты что? А потом понимаю, что человек, во-первых, психолог не советует, в основном, он его выводит на то, что он сам это понял, да? Чтобы он сам к этому пришел, сам дошел до этого, сам осознал, и только тогда когда своими руками то есть сделаешь, то тогда ты поймешь, так же, как и бизнес, да, пока там сам не поработаешь, тоже тяжело знать, там, что внутри творится. Так и здесь в своей проблеме надо самому покопаться, а он тебя как проводник за руку берет, и вот надо выбрать хорошего проводника, который тебя проведет по этому. А как выбрать? Ну, в смысле, ты же сам, если не понимаешь предмет, ты же не можешь выбрать. Ну, во-первых, как кто-то уже говорил, кажется, надо дипломированного психолога ходить, то есть у него должны быть документы, что он закончил, или учится, магистратура там, или заканчивает хотя бы. Во-вторых, во-вторых, конечно, отзывы, как и все сейчас, да, отзывы от
понимающих людей, большинства людей. Ну и в-третьих, потом уже контакт. И даже в Инстаграме у нас сейчас удобно же. В Инстаграме смотришь, кто-то тебе нравится из блогеров, кто-то не нравится. Даже он если популярный, а кто-то там, у кого 10 подписчиков, ты сидишь на нем, и так интересно. Как-то мы должны друг друга понять сразу. Поэтому побольше видео, да, нужно все равно психологам, да. И каким методом вести, там же у каждого тоже разное. Кто-то там гештальт направлением, кто-то КБТ, кто-то там транзакционным анализом идет, там. Все по-разному, и вот какой тебе подойдет. Это психолог тоже должен. А ты слышал про расстановки? Это не научный метод считается, да? Да, ну пользуются. Ну ты пробовал? Я участвовал, сам не пробовал, нет. И что, как тебе? Ну понравилось, это было новое, во-первых, вещь такая. Ну ты думаешь, это эффективно? Ну я, например, участвовал в этом тоже, просто один раз. И... Ну ничего нового я там не увидел, в принципе. Так, если, ну я очень, потому что этим сильно не знаком, поэтому точно не могу быть экспертом в этом. Но интересная тема, интересно. Я вот что заметил, вот в Инстаграме очень сильно развивается именно женская психология, да? Вообще все развивается женское очень сильно. Не, ну вообще это же факт маркетинга, про то, что 70% продаж – это женщины всегда, в остальных 30% влияние женщины на принятие решения там тоже где-то 80%. То есть, по сути, весь рынок, который вот все, что продается, покупается. До этого я тебе говорил про это примерно. Ты говоришь, нет, они достойны, они главные, у них больше функций. Да, они очень сильно, это неплохо, нехорошо, возможно, но есть такая теория, это тоже не моя теория, что когда все-таки женская побеждает часть в обществе или в любой семье, то это государство идет к краху. Ну, это вот громко сказано, правда, но такое есть, да, наблюдение, что Римская империя зажралась, как бы говоря, простым языком, в конце концов. Они перестали сами рожать, потому что женщины там дали очень сильно влиять на цезарей, на полководцев, мало детей рожать. Им же не особо хочется постоянно рожать, лучше, когда все есть. И потом они стали набирать уже, то есть, ну, из завоеванных наций там назначать. Раньше нельзя было там назначать в офицеры из завоеванных наций, вот там германцы и так далее, галлы. В конце концов, они вошли в высшие слои и развалили Римскую империю. Такая есть, да, империя. Или, например, сейчас то, что в Европе происходит, там тоже очень мало рождаемости, очень мало рождаемости. Они перенасыщены, да, прям, народ прям насыщен. Мужчины когда становятся в таком приоритете, когда им, женщинам, защита нужна очень. Вообще, сама такая психология, это не моя психология, но один из методов расскажу, о нем у нас мало говорят. А вообще вся психология, это как бы, если так просто говорить, это раньше была женщина в пещере, главное, детей рожает, за домом смотрит, внутри. Снаружи пещеры мужчина стоит. Он защищает, он добычу приносит, ложит, и все. За это получает там любовь. Так в скобках сказано. Самое сильное оружие, вот, это вещь, короче. И проблемы начинаются тогда, когда мужчина входит в пещеру, и там начинает правила какие-то ставить. Или женщина выходит за пещеру и говорит мужчине, вот так охотится, вон там убивай, короче, вот с этим общайся, с этим не общайся. Раньше это было четко разделено, и никто не лез никуда. Сейчас это вот, когда насыщенная, женщине больше защита не нужна, в принципе, да, там, война не идет на ее пещеру, там каждый день никто не нападает. И она уже немного больше становится, больше. И мужчина так немного слабеет, да, можно сказать. Мы многое чего отдаем им. Ну, это даже в древности было там, кто... Или, например, у нас сейчас во главу президентства или там начальник там, или депутаты избираются как... Избираются, если он женат, то обязательно его поставят. Если будет холостой и женатый, то электорат весь проголосует, скорее всего, больше за женатого. Но он стабильнее же. Потому что он уже под одной женщиной, она уже научила им управлять. И женщины очень консолидированные, они очень собираются, когда им нужно что-то сделать, они очень легко объединяются. Я не согласен совсем. Я так думаю. Это тоже всего лишь. У пацанов есть братство, у женщин-то братства нет уже. Ну, в смысле, сестринское такое. Давай это. Да, каждого мнения останется. Почему? Я тоже думаю, что есть оно, но часто сомневаешься в этом тоже. Когда есть какая-то... Если мужчина начинает что-то там не то делать, кайнене с гелинкой в этот момент легко объединяются. И... Ты ситуационно ты имеешь в виду? То они его быстренько приведут сюда в порядок. Если мужчины, там, папа с сыном против там, мамы, фиг сработает. Она всегда там папу успокоит быстро, там, спать.
Ну, это тоже так, не факт, но одно из утверждений. Типа раньше говорили, если племя возглавляет какой-то, ну, глава племени, вожак, ночью, если ему женщина сказала, мне нужна там тигриная шкура, то завтра, когда они будут выбирать, где охотиться, он где, скорее всего, выберет, где тигры водятся или нет, где тигров. Хотя он подвергает опасности всех, идя туда. Он пойдет за добычей, но если тигра увидит, он явно тигра зацепит, правильно? И принесет ей шкуру, и будет очень рада она. Троя было разрушено из-за Елены, да? Много такого, очень много. Вот я в Европе был, там, ты, не знаю, в Австрии вот, детей вообще нет. Вообще маленьких детей вообще не видел. Почему? Один маленького, одного ребенка, не знаю. То ли их рождаемость такая, я, правда, не смотрел, но прям мало детей, очень мало детей. То есть очень много пожилого населения, очень много. Ну там везде галереи, у нас если везде кафе и магазины, у них везде галерея. И утром идешь в обед, они уже там ходят с вином, что-то обсуждают в этих галереях. То есть... А кто работает, где работает? Я не знаю, вот для меня, ну я там не углублялся особо, но вот это я что-то вспомнил. Идут, детей нету, а приезжих много. То есть арабы приезжают, там африканцы приезжают, они не насыщенные, у них денег мало. Приезжают, они рожают много. И в любом случае из 4 семей, например, европейских, там рождаемость у одного есть дети. То есть все богатство вот этих 4 перейдет одному, правильно? Он, скорее всего, женится или на африканке, или на арабке, или на азиатке. И потом его дети уже точно не австрийцы становятся, да, в каком-то поколении. Может, еще чуть-чуть продержится. То есть как будто тоже вымирает европейская цивилизация. Как будто. Можно такую логику сделать. Они же смешиваются сильно. Прямо на улице много арабов. И очень много европейской девушки. И там, темнокожего, да, или корректно говорить, парни все. Но я не видел, например, наоборот такого. Мало очень. Чтобы парни там и темнокожие. Слушай, психология – это же про искренность и правду. Это про психику? Нет, я имею в виду, смотри, по крайней мере, как я это понимаю, ты в любом случае должен себе в чем-то признаться, чтобы это решить. А если конкретно про себя? Да, про себя. Ну, прийти к этому. Прийти к этому, да, типа. Вот у тебя было такое, что ты боялся в чем-то себе признаться? Я боялся в чем-то себе признаться? Ну да, конечно. Можешь поделиться? В чем я могу? Ну, это в мелочах, а так что-то крупное, это надо сейчас прям опять тоже чуть-чуть погрузиться, глаза закрыть, подумать и вспомнить. Ну, это терапия будет у нас с тобой. Это уже будет. Я просто один раз, короче, обсуждал с пацанами, просто мы сидели, разговаривали. Я почему-то вопрос задал. Я очень не люблю людей, которые ко мне близко подходят. Ну, там, я очень тяжело принимаю в друзья. Ну, там, есть же там, типа, как круг доверия. Ну, то есть, да. И я хотел разобраться, почему я людей отталкиваю, почему я холодный такой, да, типа. Начал разбираться, и прям при них там начал разбираться. Я вот пришел к мысли, что это все из-за того, что я как брошенный щенок. Ну, то есть, когда мне было 1,5 года, меня отдали бабушке, дедушке. И я всю жизнь там до 6 лет рос, думая, что моя бабушка – это моя мама, а дядя, ну, да, это вот в то время это очень распространено было, да, короче. Но суть не в этом. Суть в том, что в 6 лет приезжают мои настоящие родители и забирают в город. А я всей душой не хотел туда. Ну, то есть, ладно, я согласился, то есть меня убедили, что там в городе хорошее образование, там, короче, хорошая школа, да, типа, я уехал. Но через год я приехал обратно, ну, имеется в виду, просто на каникулы. И когда я приехал на каникулы, я им сказал, короче, я больше не уеду. Я все, остаюсь здесь, в селе, короче, переводите меня в эту школу, я буду здесь учиться. И у меня вот очень такая тяжелая ситуация была, потому что, по сути, меня насильно начали забирать. Я, короче, зацепился за свою дядю, говорю, типа, все, меня не отпускайте, я здесь останусь, короче. И я помню картину, что они меня, короче, раз взяли, короче, оторвали и как бы передали, да, типа. И в этот момент я убежал из дома. В трусах, короче, талага. Побежал, короче, и они меня поймали, потом как-то обманули, бабушка со мной поехала в город. Но суть в том, что я понял, что я тогда почувствовал предательство.
предательство моей семьи. Ну, то есть именно бабушки, дяди, которых я считал самыми близкими моими людьми, да, по сути. И мне пришлось как бы выживать в городе, и для меня было большим мучением каждый год летом опять приезжать к себе в село и в августе уезжать. Август для меня был вообще, короче, адский. Вообще это проблема про то, что ты говоришь, оставлять. У нас была же и есть сейчас, до сих пор оставляют. Оставляют, уезжают в Москву мигранты наши. Не, я сейчас знаю, что с мигрантами это огромная, большая проблема, прям это сотни тысяч Кошмар детей, это. которые... Мы чуть-чуть, если вот мы в новостях видим вот это то, что последствия этого, а когда ты в психологию окунаешься, когда ты взрослых женщин, которые уже, ты вообще там, ну они там суперуспешная женщина, там вау, такая вся из себя. И потом тебе рассказывают, что примерно то же самое было. Всех оставляли в детстве айлга, и там какие-нибудь ужасы случались в основном там всегда с родственниками. У нас вообще процент попыток насилия или какого-то рода. Сексуальное насилие, да, ты имеешь в виду? Иногда не прямого, иногда там, заставляют то сделать, это сделать, ладно, там, притесняют. Вот этого по отношению к женщинам очень много. И про мужчин, вот как ты говоришь, их мало очень обращаются к психологу, поэтому точно не знаю, но вот всех девушек много кто ко мне уже приходил, их не так много, но вот из их статистики могу сказать, что почти всех такое настигало. Всех оставляли там, буквально там, съездил в Алмату, работаю, там челночники тогда были родители. Оставляют вроде там родственникам, вроде брату там, и там происходит уже сюда. И поэтому, вот, если есть пользуясь случаем, сходил вообще не оставлять. Ни брату родному, да никому вообще. Наслушавшись этого, мы вот детей вообще не оставляем. Вообще там на день нигде не оставляем, на час, на два нигде не оставляем. Потому что это риск такой, огромный риск. И всем бы этого советовал, не делать вообще. То есть оставлять там мигранты, уезжать работать, чтобы, говорят, создать им лучшее будущее. Какое-то очень спорное утверждение, если честно. Работы, как ты, наверное, знаешь, полно у нас. На самом деле полно работы, я не знаю. У меня работы, например, там строителей всегда не хватает, там всегда грузчиков не хватает, всегда водителей не хватает у нас там. Менеджер по продажам. Продажи менеджеры не хватает. То есть полно работы полно. Купить на дурдой и продавать в городе, в Лалафу, вот это вообще работало всегда у меня. Там, на дизеле мы там что продавали, все брали. Там, летом вентилятор, зимой обогреватель. Я вот просто тупо это делал и всегда это проходило. И это до сих пор работает. Я этот эксперимент года 2 назад последний раз сделал. Поехал, купил там какие-то маленькие вентиляторы, воду включил. А кондиционер такой маленький. Думал, купил что-то за 700 сомов, что ли. За 2500, что ли, поставил. Я не успел с дурдой отъехать, они продались. То есть, с ломбарда у меня забрали их просто. То есть работы полно. Да, ехать куда-то там в Россию или там еще куда-то и оставлять при этом детей. Ладно, если ты там свободен, один молодой, вперед, ты управляешь своей жизнью. А там, оставлять 2-3 детей кому там в село. А как ты там, нормально? Да? Я гунде чалам, да? Это же... Я видел ролик, короче, там ребенок маленький, где-то 3-4 года, он обращался, почему-то микрофон, там какая-то сцена, скорее всего, какой-то там концерт, он попросил, наверное, микрофон, и он начал говорить там, типа, обращаясь к своему отцу, он говорит, типа, я накопил денег, ты можешь возвращаться с Москвы. Это же больно, это больно. И вот они, будущие клиенты долгих психоконсультаций. Я считаю, что вот этот психоанализ и вообще психология, это должно стать массовым явлением вообще в Кыргызстане, потому что у нас целые поколения травмированных людей, и женщин, и мужчин. 90-е все мужчины били женщин. Вот это вот, например, у моего поколения, всех спрашиваю, у всех почти папы колотили женщин, к сожалению. Вот у меня, как ты говоришь, запомнилось вот эти сцены, ты брал, тебя забирали, тебя от дяди. Мне запомнились эти сцены, как за мамой папа бегает, твой вроде отец бегает и бьет ее, да. Они как фотоаппаратом в голове тоже остались, да. Это тоже травма, это тоже все навсегда там. Это не стерешь там ни с чем, никак не уходит это, да, у тебя из головы. Поэтому, как ты говоришь, да, очень поколениями тут лечить всех надо. Не лечить, консультировать, не лечить, это группа. По крайней мере, я думаю, что нужно людям показать путь, что вот все твои проблемы с деньгами, с отношениями, с девушками, с парнями и тому подобное, корень
ну, как бы в большинстве случаев корень – это где-то травма в детстве всегда. И путь – это просто там сходить к психологу, потратить 2000 сомов, и ты поймешь. Да, кому-то нужна одна консультация, может, и все. Он может там раз вначале что-то, раз какой-то, вау, услышал что-то, ох, точно же, и все, и он сам доработает себе, да, мозг. Кому-то надо долго ходить, кому-то… Ну, это все по-разному. Вот психоанализ, ты сказал, психоанализ – это один из направлений психологии. Это старый метод, им сейчас не очень пользуются, потому что считают его устаревшим. Это Фрейд направление. Это вот как раз погружение в детство, там, разбирание. Но есть и методы, которые лечат здесь и сейчас. Вот у тебя сейчас какая-то большая проблема там, или сложность, и он здесь и сейчас тебе помогает выйти из этого состояния. Там. Такие методы тоже имеются. Но если есть возможность, я бы тоже, например, советовал в детство вернуться, погрузиться. И… Вообще это должно быть как удовольствие. Это же удовольствие тебе. Ты пойдешь, и тебе легче станет. Ты ищешь себя там в поисках, действительно уже заходишь в этот мир психики, и там бродишь и ходишь, и тебе помогают. Это же… Не, вот мне знаешь, что кажется? Мне кажется, что вот психологию нужно продавать как, знаешь, улучшение. То есть апгрейд. Как апгрейд, да. Потому что вот я же говорю, там, типа, я пойду к психологу богатеть. Ну, да. То есть я знаю, что я схожу, там, типа, 20-30 часов потрачу, инвестирую в это деньги и время, да, зато вырасту в доходе, может быть, в 3-4 раза. Ну, да, то есть кратно, по сути говоря, да. То есть это же то же самое, что с другими проблемами. Например, если у тебя отношения с противоположным полом, там проблемы, да, сходи к психологу, апгрейд получишь, да, типа. Или у тебя отношение к деньгам. Многие даже не связывают, что они зарабатывают мало из-за психологии. Напрямую это факт, это факт, это просто факт, который подтвержден другими, да, типа, это вот в Америке давно прошло, там, лет 50 назад. Кто-то да, спит типа, и зарабатывает деньги, кто-то не спит и не зарабатывает деньги, это глупо. У меня с детства, знаешь, типа, запомнилось такое, моя первая учительница, Лилия Муштабаевна, да, она всегда рассказывала про хлеб насущный. Как тяжело он зарабатывается. Ну, то есть там, типа, на заводе, там, в 2 смены, короче. Вот этот горбом заработанный, кровью и потом заработанный хлеб, вот этот вот насущный хлеб, да. Я вот долгое время, я как бы рано начал зарабатывать, где-то лет 16, да. Но любые деньги, которые бы я не зарабатывал до сих пор, я думаю, они не могут купить именно тот насущный хлеб, о котором говорила моя учительница. Потому что тот был, он какой-то великий. То есть вот какие бы ты деньги ни заработал, как будто бы ты не купишь. То есть ты недостоин этого, да, типа. То есть это нужно, знаешь, как сизифов труд, я не знаю, какой-то, да, вот ты должен вот своими руками там, я не знаю, целые гектары поля, короче, прокопать, короче, надорвать. А потом ты вот как-то один хлеб возьмешь, короче, вот такой раз. И он такой, вот это настоящий хлеб. Ты даже так рассказал, он уже действительно стал. Ну, а суть же в том, что, типа, деньги есть деньги же, да, типа, то есть есть очень много людей, которые легко зарабатывают деньги. И на самом деле все возможно в этой жизни, да, типа, и это только наши загоны, да, это наши шаблоны, которые вот нас научили таким образом обращаться к деньгам, да, типа. Вот поэтому мы и бедные, по сути говоря, да, типа. Есть психологи, которым можно заплатить 2000 сомов, и ты станешь чуть больше, шире смотреть на эту вещь. Точно чуть лучше станешь. Да? Ну, то есть, я имею в виду, это знаешь... Люди, которые закрытые, там, очень закрытые, там, очень долго подойдут к тому, чтобы что-то сказать. Я думаю, вот новые психологи должны именно таким образом продавать эти услуги. Это просто вещь, которая, знаешь, типа, всем нужна и всем будет выгодна. Выгодно психологу, выгодно его клиенту и выгодно обществу. Чем меньше у нас будет травмированных людей, тем счастливее будет это общество, больше тем богаче людей. это общество будет, да? Ну, потому что, как бы, не знаю, вот в стране, в которой там, типа, 1,5 миллиона голосов продаются на выборах, явно, наверное, нужны психологи, эти 1,5 миллиона. Потом ты сидишь и ругаешь это правительство, да? Да. По сути, взял сам, продал голос, а потом... Ты же его оплатил, и потом ругаешь, сидишь. Вот то, что ты сейчас рассказал, хорошо продал хлеб. Этот хлеб у меня, я его даже на очертания увидел, от тяжелого хлеба. Ну, говорят, вот это... тяжелые деньги, они всегда маленькие. Да, тяжелые деньги, тяжелые деньги, маленькие. Поэтому у меня есть друг, вот
Он говорит, тоже общий знакомый наш, он всегда говорит, что деньги должны легко зарабатываться. Легко. Тебе не должно вообще напрягать ничего. Я вот до сих пор к этому не дошел, да? Я тоже до сих пор хожу побольше с ним общаюсь, говорю, ну-ка. Ну, то есть, вот смотри, я вот последний год потратил на то, что я понял, что мне нужно себя полюбить, в первую очередь. Себя полюбить. Ну, вот от этого вот и прическа такая. Ты двигатель же, себя. Борода такая, конечно, там, я не знаю, в спортзал ходишь, да, типа, начинаешь потихоньку, да. И я понял, что это, знаешь, типа первый шаг, когда ты ощущаешь свою ценность. Сам перед собой. У меня есть своя, как бы, концепция счастья. Она у меня несложная, да, типа. Это в первую очередь надо полюбить себя. Потом ты должен получить любовь семьи. Потом ты получаешь любовь общества. И потом только любовь мира. Ну, то есть здесь про ценность. Да, про ценность. Ну, смотри. Я должен понять, что я сам ценный по-настоящему, да, для себя. Сам по себе, для себя. Что даже если потом я должен почувствовать, что семья меня ценит. И после этого общество меня ценит. То есть как специалиста, как предпринимателя, как бизнесмена или психолога. Общество ценит. И потом только там мир, да, то есть ты какой-то вклад сделал, там, какую-то новую теорию психологическую, там, или там новую бизнес-модель разработал, или какой-то новый продукт разработал, и тогда мир тебя ценит, да. И вот это и есть счастье, когда, типа, на всех этих слоях у тебя есть гармония и любовь. Ты хорошо описал для себя. И вот я начал с первого. Очертил что-то, и у тебя уже есть как ресурс, от чего отталкиваться или куда идти. Ну, вот я начал с первого шага, то есть с ощущения самоценности. То есть я сам перед собой, ну, как бы, знаешь, когда мы другим продаем, мы же какие-то мифы продаем о себе. Да. Но когда ты сам с собой один остаешься, ты начинаешь сомневаться. Я знаю очень много людей, крутые бизнесмены, вообще крутейшие специалисты, да, у которых комплекс самозванца. Все, ну, то есть, я реально, то есть, вот, например, если я знаю там 4 успешных людей, 3 из них, у них будет комплекс самозванца, да? Да. Постоянный. То есть, представляешь, что даже там самым успешным, самым богатым людям нужно преодолеть этот комплекс самозванца. А это, по сути, вот первая ступень любви к себе. Это когда ты сам по-настоящему ощущаешь свою ценность. Каждое действие тебя строит твое будущее, да? Yeah. Ты и есть то, что ты делаешь, твое будущее. Ну вот у каждого, это у тебя как не аксиома, но то, что любить себя, это первое, как у всех. Должно быть, я тоже так думаю. Но остальное там у каждого свое. Счастье – вещь такая относительная, как и слово «любовь», как и слово «психология». Это тоже очень относительно все. Все относительно. Все можно опровергнуть, все можно доказать, все можно еще раз какой-то другой метод найти, объяснение этого или того. Каждый, пусть главное, чтобы человек нашел себе опору какую-то. А лучшая опора – я, да? Как ты говоришь, это лучшая опора. Где ты еще найдешь там любимую женщину, ну а вдруг она уйдет завтра? Ну вдруг, или там, не дай бог, что-то случится в жизни. Ну что, ты опять помрешь, опять будешь искать новую женщину, опоры. Ну, вот, кто-то ищет, кто-то просто теряется в другом человеке. Часто такое бывает, они потерялась или он ушел из жизни, все, этот человек начинает угасать и тоже уходит. Да? А если опора здесь ты, и этому ты будешь учить своих детей, что опора не папа твой, а опора это ты, и все счастье, глубину всех, вообще энергию можно питать из себя, это самое легкое и самое доступное тебе. То есть тебе никуда не надо идти, у тебя все внутри тебя. То есть кто-то бегает, что-то ищет, там смысл жизни и так далее. Смыслом жизни может быть ты сам и все. Твои пожелания и желания и все. Что интересно, вот у нас в обществе негативно относятся к любви к себе, выдавая это за эгоизм. Но самое удивительное, что я понял, человек, когда себя любит, он не может плохо или ужасно относиться к другим людям, потому что он ценит свою жизнь. Полюби себе подобных. Да, имеется в виду. И получается, что ты не ну, как бы с меньшей вероятностью пойдешь кого-то убивать, грабить, уничтожать, насиловать. Если ты любишь себя, да, то есть если ты к себе относишься хорошо, то, в принципе, ты должен относиться и к другим хорошо, да. Не убивать, как минимум. Ну, как минимум не убивать, не насиловать, не грабить. Да. Когда люди начинают бороться там, с проституцией или еще что-нибудь. Странный, да, какой-то вопрос. Что мы этим хотим сделать? Тогда узаконить, наверное, надо, я не знаю. Вот в Голландии я ходил по этой улице красных фонарей, посмотрел все это.
вообще не мешает оно там ничему. Вообще ничего не мешает. Там дальше поедешь в Ван Гога, там музей, есть улица разбитых. Оно вообще ничего не мешает. Просто упорядочить, тоже как бизнес сделать. Там не работают местные, там все приезжие. Там все проверяется, полиция ходит. То есть, да, все ограничено. Ну, как ты говоришь, в себе найти. Они нашли в этом плюс. Раз. И работают как-то с этим. Со всем, что у тебя было, у тебя страшные травмы были, в детстве у тебя там такие-то травмы были, или там позавчера тебе там на ногу наступили. Сегодня ты другой, каждый день ты другой. Ты каждый день можешь становиться таким же, как и он. То есть мы каждое утро просыпаемся одинаковые. Все равно, что меня позавчера там кого-то убили, но я сегодня такой обычный человек с двумя руками, с головой, которая может понимать, что это прошло. Я не могу изменить прошлое. Не надо бороться с прошлым, надо сражаться за будущее. Кто-то говорил, это не я точно. Ну вот это же логично. То есть каждое утро это как новый сосуд. Ну ладно, вот как мне когда-то я тоже сильно обанкротился, и мне вот тоже друг вот Мирлан говорит, ну первый банкрот, он как первая любовь, всегда запомнишь его навсегда, и он действительно всегда запомнен. И ты думаешь, ты на таком был вроде большом уровне, ну для меня-то. И вот опять в ноль, да? Здесь можно как, ну, наверное, у тебя такие истории побольше, кажется, слышал даже. Вот. Но для меня это было большое, да? Ну, то есть, не имея до этого такого, и вот были деньги, и там раз обанкротился. Можно начать страдать дальше, там, ну, все, там, панику пойти, запить, там. Ну, много же людей, которые рассказывают, я там был раньше тем-то, там. Может, и врут, кстати, не знаю. Не проверял. Но вот можно было тоже в отчаяние упасть, там, отдаться. А можно дальше идти опять по-новому что-то взять, и пошел опять с тяпкой. Ну, условно с тяпкой, конечно, да. У нас уже есть навыки. Навыки-то мы никогда не теряем. Это уже про бизнес, наверное, ты знаешь, это хорошо. И раз, и опять ты уже гораздо меньше путь затрачиваешь. То есть раньше тебе надо было 10 лет до этого. Раз ты за 3 года опять восстановился, опять уже стоишь. То есть навыки, они никуда не уйдут. Навыкам можно научиться так же, если там не было навыков. Все, каждое утро мы становимся новым. Можно так думать. И я вот часто рассказываю это моим знакомым, коллегам, что есть, ну, такую теорию придумываю, как бы сам проталкиваю про то, что жизнь нужно жить моментами, по-моему. Это всего лишь тоже такое вот спорное утверждение, но каждое утро или каждый день я могу быть новым, да? То есть кто-то вот, ты с травмами, есть у тебя травмы? Ты пока их не можешь, если сходить к психологу или что-то тебе мешает, ну хорошо, возьми их, там как мультики, я недавно с детьми ходил какой-то, там они мечты вот в шарик отправляют, и мечты каждого там летают вот так. И вот когда тебе нужно там погрустить, хочешь, ну достань ее, погрусти, да? Как будто энергия, да, там, способ зарядиться. Там раз хорошие моменты, тоже их отделяй, на сегодняшний день их не добавляй. То есть вот как мы говорим, это тянется здесь, да, это есть тянется. Но если на сегодня, например, ты хочешь что-то сейчас сделать, то можно так, да. Сделать это моментом, который мы потом достанем и вылечим. Или пусть он пока там стоит, как источник, ну там, когда это грустно хочется. Ну, хочется же иногда музыку включить в машине и погрустить, там, поехать. Достал, поплакал. Поплакал, это вообще классно, я не знаю. Все, кто плачет, всем завидую, естественно. Потерял это свойство где-то пару лет назад. На гвозди сходи. Я хожу, я встаю, где-то... Ты что, не плачешь? Ору, матерюсь, громко кричу, визжу, какие-то непонятные звуки делаю, но не плачу, нет, не плачу. На сколько минут ты стоишь? Я 15 минут стою, 15 минут. Научился я. Ну, в смысле, ты не позволяешь себе плакать или что? Нет, у меня слезы не выходят почему-то. Я кричу, визжу, какие-то ненормальные звуки издаю. Обычно дети, когда выходят все на улицу, я тогда... Да, и немного, пару людей тоже учил этому, ставил на гвозди. Почти большая часть сразу вставала. По 10 минут. Там важно это. Я понял прям разницу большую. Помедитировать надо перед тем, как вставать. Обязательно. Помедитируешь, даже элементарно. Там просто подышать, посетить музыку какую-нибудь. Слушай, ты медитируешь? Да. Каждый день? Нет. Тоже. Есть специалисты, кто гораздо лучше меня в этом деле. Нет, у тебя получается? Ну да, такой. Медитация тоже относительная вещь. Тоже самое главное научиться не думать, да? Отключаться, да? Убирать мысли. Там нету самого главного, на самом деле. А для чего это медитация нужна? Это чтобы восстановить дыхание, чтобы восстановить там силы, чтобы тревогу отпустить. Там. У меня, например, вот как ты говоришь, у тебя в сентябрь был... Август. Да, август был триггером как бы, да? У меня вот последние года 3 руки дрожали постоянно в одно время. В марте, что ли. Просто начинают дрожать. Я вот беру стакан, у меня руки дрожат. И я вообще ничего не поймал. Тоже ходил с психологами, говорил. Вроде то, все обсуждали.
Но детство я уже и так перекопал хорошо, поэтому я думаю, ну с чего бы это именно-то. А потом кто-то мне сказал на примере того, что, оказывается, я запомнил, типа в марте что было, короче, вот такое есть. И вот, оказывается, у меня мама в марте умерла, и у меня вот, прикинь, в марте вот начинается такая непонятная вещь, и она уходит потом. И вообще, и я ложился в спецбольницу, невропатологша лечила меня, но она мне говорит, смотри разницу, говорит, я говорю, да. Она говорит, это точно не, ну, не со здоровьем у тебя, говорит, глаза закрой, и, ну, вот так руки вытяни, говорит, глаза закрой и подумай о чем-нибудь супер приятном, что тебе нравится там. И я там подумал о супер хорошем чем-то. И она говорит, теперь глаза аккуратно открой. Я открываю, у меня руки не дрожат, да? То есть это как, она говорит, это не про здоровье, да, это память, старая память. Слушай, а как погибли твои родители? Трагично, оба трагично. Что-то случилось? Убийство в обоих случаях. Почему? Ну, почему прям подробно я не знаю, теперь не буду говорить, наверное, даже. Ну вот бытовой по ножовщине папу убили. А мама вот более трагично уже через 4 или 5 лет после. Мы уже переехали с ней в Бишкек, вдвоем здесь жили. И она вот поехала домой, в прежний дом в Каенду. И вот по дороге ее изнасиловали и задушили. То есть супер трагичная история. Пришли мы все-таки к этому. Вот такие страшные истории. Людям рассказывал про это? Ну, то есть... Да, есть такая вещь такая психология, когда человеку сложно на эту тему, например, поговорить. Можно немного самораскрытия дать, да? Вот я сейчас даже много дал его. Много? Да, я рассказал, да, это все. Быстро, но рассказал. Тогда можно сделать как пример, да? Я тебя понимаю, там, брошенных родителей, я тебя понимаю. Если корректно, я могу поделиться своей историей. И ты на своем примере немного рассказав, человек понимает, что это нормально, да? Вообще есть в психологии понятие нормализация. То есть, когда человек говорит, меня там, я дрожу, я там переживаю, у меня с женщинами там не получается. Ну, если человек его поддерживающий говорит, там, да, это нормально, бывает у людей, там, бывает, там, я знаю, там, или у меня тоже такое было, там, скажешь, то есть, человеку немного легче, что он тоже, он не такой, он не один такой, да, то есть он не отличается чем-то необычным, он точно не ненормальный, то есть это нормально, да, нормализацию делаешь, это просто успокаивает человека, да. Слушай, а у тебя возникало чувство отомстить? Конечно, в детстве. Ты искал? Я не то, что искал, мы всех знали, мы их. Да ты чего? Целая история есть еще. Нифига себе. Они все умерли в тюрьме. И сами? И тот. Написано, что сами, да. Я не знаю. Вообще не знаю. Ты закрыл эту историю? Я закрыл эту историю, да, на терапии долго ходил насчет этого, обсуждал это, периодически возвращаюсь к этому. Что-то если новое узнаю, то пытаюсь тоже проработать этот момент. Вот так вот, такая история есть. А брат твой ходит к психологу? Нет, он не ходит к психологу. Он такой другой немного. Ну и вот на своем примере очень хочу показать, чтобы тоже... Как это ты говоришь, мужик? Вот он у нас как мужик. Мужик. Я просто... Это же огромная трагедия, с которым человек сам не вывезет, по сути говоря. Ну вот почему мужики рано умирают часто. То, что часто у женщин, у них эмоции, они плачут, истерят, они могут поорать, они могут проплакаться, они могут там, побить посуду. И у них все физиологически есть. То есть каждый месяц они каким-то выброс бывает, да? А у нас ничего нету, то есть в этом смысле. И нам еще навязали то, что мы там сильные, крутые. Мужики не плачут, там, мужики там защитники. Кстати, про гвозди. Я же пошел когда на гвозди. Я же не смог постоять. Не смог. Ты же говорил, 7 минут постоял. Нет, я первый раз, встал. Я слез, я такой, я волевой, сильный, сейчас встану, Вот кто все вот так говорят, в основном все они самые... Встал, и такая адская боль, я такой, елки-палки, это невозможно вытерпеть. И вот так 6 раз подряд. 6 раз подряд я не смог. И потом я спрашиваю, Олеся зовут. Я спрашиваю, а если плакать, легче станет? Я говорю, попробуй,
Я как начал рыдать, короче. Видишь? Я слабый, короче, я не сильный. Как меня все это наебало, короче. Да, кричать вот, это классно. У меня Вот тоже 6 такое. минут, как у меня как раз таки получилось. Просто. А что, 6 минут простоял и опять больно стало, что ли? Нет, ты почему-то сдался. Ну, второй раз сдался. А. То есть после 6 минут я говорю, достаточно. Вообще это не научно точно, гвозди. Это я точно не могу говорить, что они 100% там полезны или что. Ну, как эксперимент советую тоже людям. Да, это выброс эмоций. Просто там много очень об этом говорится. Ну, разные же мнения есть. Там, Конечно. там говорят всякое, поэтому я не могу сказать, чтобы точно шли там. Но это круто очень. И вообще там, как я понял, где-то первые 3 минуты очень сложно. Если ты 3 минуты простоишь, все, потом стоишь, как будто стоишь, просто стоишь. Потому что они там вообще-то заходят внутрь. Они на самом деле на тебя не давят. Они, то есть, уходят, а мы своим мозгом защитным думаем, это же гвозди, сейчас мне будет больно. Встаем и больно, да? Нифига не больно. Они никогда не протыкают, да, там. Например, я человек 20 ставил, да, пробовали люди. И вот ни у кого там ничего не было, да, там никакой там дырочки там не случилось. То есть, да, все равно уходит вниз. Ты не давишь, оно тебя не протыкает. Это просто защитный механизм говорит, что нам надо опасаться этого, это гвозди. Нельзя, короче. Вот как ты говоришь, там многое тоже в бизнесе боятся, многое признать себе боятся. Это тоже защитный механизм. Говорит, не открывай этот ящик Пандоры, ты чё там, верпалался туда-сюда. Там. Вообще будет, нас за людей не будут считать, еще и больными будут называть, психологи, харатасом, туда-сюда. Чиндисом. У нас вообще всех же говорят. Слушай, ты по паспорту Чинарбек? Да, я по паспорту. А все зовут тебя Руслан? Все зовут Руслан, но почему? в психологии я уже чуть-чуть Чинарбек в основном везде. Почему? Численность. Не, почему так получилось, я имею в виду? Получилось это так, потому что прадедушка назвал Чингиза старшего брата, а меня Чинарбеком. Дюлен, типа, Биртугандар. Мы жили в Каенде, там киргизские семьи на весь микрорайон, 3 семьи нас было всего лишь. И там немцы, украинцы, такое многонациональное было, русские. И вот им Чинарбек было тяжело сказать, но я был тогда маленький вообще, там 4, наверное, годика было, бегал во дворе. И брат почему-то придумал, давайте это, Руслан, короче, легче назвать, будем Русланом. Он. И вот почему-то это прижилось, потому что мы жили в русском обществе абсолютно. И все меня Русланом назвали. Так и дошло до школы. Ну, и в 16 лет, когда паспорт меняли, в школе прямо у нас меняли, здесь 47-я школа. Я говорю, это поменяют, эти Русланом сделают туда-сюда. И потом завуч подошла мне, говорит, кто тебе имя давал? Я говорю, дедушка давал, прадедушка. Он говорит, он живой? Я говорю, нет. Вот если бы он живой был бы, ты мог бы у него спросить, типа, и поменять. Ну, я не знаю, она мне навеяла, конечно, но я думаю, что это было нормально и правильно, в принципе. Я не считаю, что она мне что-то плохого сказала. Она говорит, его же нету, типа, уважай, типа, мне нет. Я говорю, вот точно. И остался-то. И где бы я не хотел представить с Чинарбеком, меня все равно в конце концов все Русланом называют почему-то. Что, ни в одном обществе не получилось Чинарбеком остаться? Нет, как преподаватель я сейчас преподаю, Чинарбек называют. Здесь Чинарбеком называют, но все равно, когда чуть-чуть близкие начинают отношения, они узнают, что меня Руслан зовут, и почему-то всем удобнее Руслан, что ли, говорить. Я хотел в психологии быть Чинарбеком, а в бизнесе Русланом остаться. Мне кто-то начинает говорить, это двуличие, туда-сюда. Я говорю, слушайте, каждый танцует, как он хочет. Если вам это что-то кажется, это только вам что-то кажется. Это вы разберитесь с собой. Мне так комфортно и комфортно, неплохо. Давай поговорим про деньги и ценности. Потому что раньше мы с тобой, помнишь, спорили, и ты говорил, типа, в жизни главное деньги. А я тебе говорил, в жизни есть вещи более важные, чем деньги. Когда было? Это было в 2006-2007 году. Вообще не знал, что такое деньги практически. Отношение к деньгам у тебя изменилось? Конечно, они сейчас электронные. У тебя нет в кармане ни одного деньги, а где-то и вроде как есть деньги. И теперь тебе же это не парит. Ну, как думаешь, такое, ну, деньги есть, ну, спокойно. Деньги есть, приходят, работа идет. А раньше, да, ну вот, это нехватка, братан. Никогда не видел денег, там видишь, насматриваешься, думаешь, вот. Ну, это тоже молодой парень, что-то. Никогда действительно не видишь деньги, там уже в каком-то, наверное, поколении. Все трудяги, работяги. И я тоже по этому принципу, кажется, начал идти. Первая работа у меня в трудовой книжке. Грузчик, так и стоит, печать.
Кока-Коле, да? Кока-Коле, да. В 11 классе я ночью ездил смену, отрабатывал, приезжал и опять в школу ходил. То есть, адский там, на самом деле, соль таскать, это очень тяжело, там соль такая тяжелая. Сахар же там был? В основном сахар грузишь, но соль тоже закидываешь. Мокрую соль, она очень тяжелая. Да, тогда это было про деньги. Ну, я помню, как помнишь, говорят, риэлтором работал? По-моему, одна из первых взрослых твоих работ была, да? И участок продал, у тебя там $200, да, заработал. Это был 2006 год. Мы же с тобой... Первый курс это же 2006 год, да. $200. Должны были 400 заплатить. Точно, там 400 было. Но они меня... Я самый маленький был там в офисе, они меня заводят. Как сейчас помню, девушка, забыл, как ее звали. Завела меня и говорит это. Ну там вот что-то, Русланчик, ла-ла-ла-ла. Вот только 200 получилось, что только продали там за неимоверно, за $80 тысяч, что ли, я продал участок там, напротив. Сейчас, как сейчас помню, в зале, вот, где троллейбусная остановка, сразу второй участок. Ну, и она мне $200. Я такой, да ладно, $200 для меня были тогда огромные деньги же. Взял эти $200, как сейчас, в туалет пошел. И прям плакал и радовался, так на них смотрел. Вот у меня культ был действительно в то время, как ты говоришь. Вот видишь, почти терапию ты мне проводишь. Я вспоминаю то, что немного забыл. Да, и $200 подержал, обрадовался очень. Поехал девушке, теперь уже нынешней супруги, показал их, говорю, вот $200. Для меня это было интересно как. Да, веселые моменты. Отличные моменты, в принципе. Ну, я же тогда и работал и в агентстве, и вечером еще официантом работал. Да, уже потом, по официантству я понял, что денег бывает много. Вообще советую всем официантам поработать. Да, хороший опыт, хороший. Хорошая работа. А помнишь в старом городе, как там этот палец и ухо пронесли? Расскажи эту историю. Ты был или Ермек? Мы с Ермеком взяли. С Ермеком, кажется, взяли. Под Новый год было? Да, под Новый год. Банкеты были. Мы VIP, кажется, там... Чайхана старый город, да? Да, VIP мы обслуживали с Ермеком. Я постоянно обслуживал, в основном меня ставили на Джанысу Бакиева. Обслуживал я его лично сзади, вставал всегда, мне давали коньяк, только его ж не наливать. Друзей егошних уже девчонки обслуживали, мне только его ставили обслуживать. А Ермек обслуживал, этого Максима Бакиева, всегда вот только Ермек обслуживал. И вот мы один день стоим, ждем, как всегда, что каких-то больших гостей. Там у нас у всех были какие-то. В то время это, кажется, такое тупое место было, что ли, для них, для политиков. Потому что все там были, все. И вот мы стоим на улице, ждем, снег шел. И парень пришел такой, в куртке темной, сейчас даже вспомню, да. И он нам отдал. И с нами администратор был еще, русский парень, забыл, как его зовут. Он долго не работал. Владимир. А ты помнишь, да? Хорошая у тебя память. Вот нам троим дали, мы пошли ее в випку занесли. Ну, такой подарок, говорят. Такой пакетик. Такой, передайте Джуману, да? Коробочка, да. Видишь, как говорится. Или администратор, или Джуману сказали. Джуману. Да? Да. Но мы почему не побоялись его открыть, пошли посмотреть? Потому что он был грязный, да? Он такой грязный. Фига, что за подарок ему, короче. Пошли его, поставили на стол какой-то накрытый, я помню, там в отдельном випке. Стоим, и это... Я говорю, не открывайте, бомба, наверное. Что-то мне страшно, говорит. И Ермек говорит, да нет, открой. Открывает, и часы вот от часов. Коробка от часов была красная, кажется, или розовая. Тоже грязная. И я говорю, все, точно там что-то, короче, отдалился куда-то ушел. И они потом вот с администратором, кажется, вдвоем открыли, и там палец и ухо было, да? Отрезанное человеческое. Да, отрезанное было. Я не понял. Да, неприятно. А ты знаешь, что это парные были? Потом я читал, да. Читал, потом да? уже. Вторая пара, короче, ее отправили Медет Садыркулову, которую убили потом. Кошмар, короче. И я, кстати, не знаю, куда ее положили, потому что ее не сразу забрали. Морозильник. Кажется, морозильник, да? С мясом вместе, да, наверное? Пельмешка. Я вот подозреваю, что особо никто не парился, положил там где-то мясо. Да, такая страшная история. Мы, кстати, тут сильно, да, в политике, возле политики где-то пробегали. Ну, не сильно, но как бы мы с тобой были на юбилее Джаныша Бакиева официантами. Мы с тобой были на инаугурации Бакиева, Курманбека, в резиденции, да? Ну, гарас. Помнишь? Да, ездили.
И потом имейте в виду это как. А ты, слушай, этот первый хороший день когда почувствовал, заработал? Первые хорошие деньги. Ну, во-первых, официантами мы неплохо зарабатывали, кажется. Я неплохо зарабатывал, это были большие деньги. Не соврать, уже же нас никто не наругает, наверное. Но мы где-то в день иногда очень много зарабатывали по тем меркам. Не для официантов, наверное. Не знаю, сейчас они столько зарабатывают. У нас один из двое официантов ездили в казино просто слился. Наши клиенты, вот такие политики, сидят в этих казино, и наш один из официантов вместе с ними сидит, вечером играет. Это, наверное, говорит тоже о том, что зарабатывали неплохо. Машину я тогда купил первую. Что за машина была? Toyota Celica. Белая, двухдверная. Спортивная. Только сегодня вспоминал ее как раз бабушка. Дядя говорит, не видел ее в городе. Я говорю, нет, надо купить ее, надо. Это такие прям деньги. Большие деньги. Чуть-чуть большие деньги, но уже на стройке. На стройке я взял первый кредит. Пока работал, я в рассрочку договорился с коллегой, у него был участок. Я вообще раньше думал, как люди на жилье зарабатывают здесь, в Бишкеке. Вообще было, я думал, нифига, как это вообще-то, миллион заработать, это же какое-то страшное дело. Наверное, так в жизни, люди не зарабатывают. А потом тихо-тихо на стройке я просто частично расплатился, я купил себе жилье, построил дом. Потом его уже заложил и начал участки покупать и продавать таунхаусы, вот сейчас, которые модно. Тогда я на 300-ках 2 таунхауса строил и заработал неплохие деньги там. По десятке, скажем. Это большие деньги. И потом что-то меня понесло безопытности. Что, крышу снесло? Крышу снесло тоже частично, да. Но я взял еще это зачем-то пошел строить этажку. Сразу там, без опыта. 5 домов маленьких настроил, почувствовал что-то в себе там. И полез строить этажку квартирную. А там совсем другие правила, оказывается, там на документах совсем по-другому делается. То есть не как тут у нас. Договорился с одним, отдал там все. И вот шок тоже был. Слушай, у меня Мурас подкаст, это про наследие. Ты, кстати, не рассказал, я вначале спрашивал. Но на самом деле это про будущее. То есть я верю, что Кыргызстан станет великой страной в ближайшие, там, не знаю, лет 50, наверное. Но мы еще увидим, я думаю. Да, мы увидим, да. И когда наши потомки будут смотреть, изучать это время, типа, скажем, корни там кыргызского великодержавия, то этот подкаст как раз будет собранием идей, мыслей, людей, которые жили в это время. Кто-то, может, участвовал в этих исторических процессах и тому подобное. И мне важно там с каждого человека собрать какой-то уникальный опыт или уникальные идеи, уникальные мысли, которые присущи именно нашему времени, в котором мы живем. Да? И очень важно мне определить, каким мы представляем будущее нашей страны, чтобы потом, там, лет через 50 сравнить, что мы думали, как будет, да, типа, и что стало, да. Вот скажи, какое будущее нас ожидает, нашу страну? Я тоже обязательно ожидаю, что оно будет быстро, прогрессивно развиваться какими-то, не глобальными темпами, но большими темпами. Потому что, как и в психологии, мы учим западную психологию в основном, проходим в университете западную психологию, все Фрейдов и так далее, Юнга и так далее. То есть ее применять как и во все, и в экономике, я думаю, тоже нельзя полностью у нас. Говорят же, ты жена, там, у тебя свои границы, ты там должна сама по себе, без понимания, то есть нация, в которой национальная игра Кокбору не может копировать западную модель психологии и ее там в таком же виде выдавать здесь. То есть мы по-любому должны опираться на менталитет своей местности, на свою историю, естественно, на свою историю. И у нас здесь есть нюансы, которые надо тоже учитывать. Так и в бизнесе, да, мы нация, чем хороша, мы вообще все умеем быстро перенимать. То есть, и плохое тоже, кстати, тоже. И предпринимательский дух у нас очень. Да, европейцы, чем они? Они уже перенасыщены. Они консервативные стали. Да, все, им уже особо они не дергаются. Да? А у нас вот эта голодность есть. Голодность есть. Голод. Амбиции, да, короче. Большой голод. Да. Не доели мы еще, как будто еще за прошлое нам еще покушать бы, да?
покушать имеется в виду в плане общества, Достижения, большого, не в плане себя одного. Там, покушать тебя мы уже и так живем, ну, во время, когда есть все, да, в принципе. Изобилие кто-то называет время сейчас. Действительно изобилие. Ты хочешь раньше итальянскую еду, надо было в Италию скакать на лошади полгода, чтобы поесть. Сейчас позвонил, через 5 минут тебе итальянская еда, через 3 минуты суши там, ну, не такие, но что-то подобное ты раз получил на блюде. Там, креветки с океана, господи. Ну, это же чудесное время, на самом деле. Чудесное время, и мы не насытились ничем, не насытились победами, не насытились большими открытиями. Еще впереди большие-большие открытия крыльев должны быть. Мы еще должны... Ну, вангуй. Че, Грэмми получим, я не знаю. Чемпионат мира по футболу выиграем. Да, говорят же, сейчас руководителя поменяют, и чемпионами мира, может, станем по футболу. Почему нет? Возможно, тоже все. И тоже, когда говорят, вот сейчас мы вот такого переживаем правителя или такого правителя переживаем, почему и не попробовать и этот метод? Подождем, увидим, что. Все увидим. И какими-то шагами, ну, мы идем все вперед, кажется. Мы даже сами, каждый за себя пусть говорит. Просто я, например, только за себя могу сказать, что я собираюсь тоже делать большие вклады и пытаюсь, вот, хочу взять максимально, что из Европы есть, хочу очень много учиться, вот хожу я чисто для себя, миссия у меня, я по сиротским домам хожу, потому что я сам примерно в такой ситуации был. Я читаю там бесплатно лекции, семинары им провожу, магистерскую работу пишу на эту тему. Дети группы риска, то есть про них, про их состояние. И из них они еще втройне голодные, втройне у них злость есть у многих. Не у всех, но есть злость. И эту злость можно ее в правильное русло направить, и это будет энергия, да? На энергии доказать всем там, вот bunun balası мамдай болду, да пусть через такое идет. Это кыргызам больше удобнее. Вот. И мне айтат сен дүндө, атасы болчуле, итан баласы деп, чоңойду деп. Пусть вот так подашь ему, и он эту злость вот туда, если выскребет, да, выдаст, то он пусть достигнет большого. Да. Я пока этой миссией занимаюсь, вот, как раз подростками сейчас занимаюсь. Вот здесь напротив ретро-метро есть приют, общежитие для трудных подростков. И вот пытаемся тоже это. И, конечно, глобально, хочется очень глобально, гораздо больше, гораздо масштабнее, гораздо хочется нашу страну не только вот у нас здесь представлять, хочется еще много где о нас рассказать, показать. Я думаю, вы тоже в этом направлении все идете. Вот у нас общие знакомые есть, которые уже этим занимаются везде. Вот. И вот банальные вещи, окружение меняйте, общайтесь получше с людьми, общайтесь с людьми, которые банально это, но вот все забывают, что банально это правильно. То есть часто, не всегда. Вот. Окружение меняйте, тянитесь к тем людям, кто чуть-чуть умнее вас чаще. Это же приятно, что-то новое получишь. А там понравится всем, ты никому никогда всем не понравишься. То есть это так банально, но люди часто этого не понимают. Или там кто-то говорит, там, Инстаграм, у меня друг есть, он жене Инстаграм удалил, чтобы она там не впадала, говорит, она там ходит, смотрит, как они там, вот, Айгуля там в Турции, туда-сюда, там, самооценка, говорю. И говорит, у нее проблемы, потом она депрессникует, короче, взял и удалил. Я говорю, ну, ты тоже выход сделал, говорят, тоже не выход, да, то есть научить там правильно пользоваться. То есть Инстаграмом, вот кто-то там, я или там кто, у нас тоже общий друг есть, он мне говорит, вот вы эти блогеры, фига вы, говорит, что вы там в 35 начали, фига. Ну почему нет, если я хочу так высказаться, да, мне вот энергию хочется вот сюда выдать. Да, мне там, я не смотрю за этой статистикой, я там не гоняюсь, чтобы мне это монетизировалось. Просто это пока это как ресурс куда-то выплеснуть. Пока кайфуешь, сделай. Да. Потом придет, я уберусь, там, выйду оттуда. Почему? Инстаграм тоже пользоваться же удобно. Там подсматриваешь много чего. Там многому чему учишься тоже. Ну, естественно, надо шлаки тоже убирать, шлаки от чистоты разбирать. То есть, как говорят, мы то, что кушаем, выбираем, то, что желудок, а мозг мы не выбираем, что кушает. Все подряд туда закидываем. Ну, и потом на выходе тоже получим. Поэтому давай, продвигай. Мне очень приятно, что ты вообще позвал. Спасибо тебе за беседу. Будем сворачиваться. Единственная у меня просьба есть. У меня из зрителей 80% не подписчики. Надо попросить их подписаться. Убедительно, да? Попробуй. Подписывайтесь все на Милана. Милан очень интересный человек. Я наблюдаю с какой-то части истории жизни за ним.
И это человек, на котором можно учиться и нужно учиться. И его ошибкам, и его плюсам больше. Все, которые идеи, когда-то он в детстве говорил, ну не в детстве, мы там, студенческое, все воплотились в жизнь. Может, часто не им, но они работают, и план был правильный, направление было правильное. И в конце концов вы по-любому здесь что-то получите. Все, кто подпишется, в конце то ли богатство обретут, то ли красивых девушек. Спасибо большое. Спасибо за беседу. Это был Мурас подкаст. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся на следующем выпуске. Спасибо тебе большое.